Госанна, сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышиня, Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышиня, Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышиня, Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышинях. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наши сердца до этого дня, распокаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как с усім костелом, распочать святкование пасхальной таямницы Иисуса Христа, для исполнения якой Он увайшел у свой город Иерусалим, как там померти и воскреснуть, узгадываючи гэты звалчы ўваход, з верою и отданностью пойдем и мы за Паном, как беручи удел в Его крыжовых таямницах, стать удельниками из мертвых повстания и життя вечного. Молимся. Усемогутный вечный Боже, освяти гэтые галинки Твоим благословением, как с радостью, идучи за Христом Володаром, мы могли праз Его прийти до вечного Иерусалим, які живе и владарить на веки вечные. Аминь. Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышинях, Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышинях, Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар Израиля. Госанна на вышинях, Госанна сыну Давида, благословенный, только дел имя Божие, о Владар
Всемогутный Боже, Ты учинил, что нас звал, Ты принял тело и мамерных крыжиков, дать человечему роду взор походы. Ласкаво поможи нам наследовать Его приклад в терпении и заслужить удел Его с мертвых повстаний, яки живее и владарить нам, яки вечные. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал немому мудрых, как я, ведал, як словом потрымаць нясильнага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучыў. Пан Бог открыл вухо мое, и я не запярэчыў, не отступил назад. Плечи свои я подставил тым, кто бье, и щеки свои тым, кто вытирая бороду мою. Обличия своего я не отверну от снява и от плевания. Пан Бог да помогает мне, тому я не буду осоромленный. Тому зрабил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не зазнаю сорому. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Усе, хто бачать мене, насміхаються з мене, откривають вусни і головою кивають. Ён сподівався на Пана, нехай же визволить його, нехай уратує, коли йому ён любить. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Собаки окружили мяне, зборище злочинців мяне отступило, пробили руки мои и ноги. Я могу полечить усе мои кости. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Я не делять вопратку мою між собою, і жеребя кидаються в одежі моей, але ти, Пані, не одыходь от мяне. Сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Буду обвещать имя Твое вратам моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, усё потомство Якуба восхваляй Его. Нехай боится Его усё потомство Израиля. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Читание послания святого апостола Павла до Филиппян. Иисус Христос, будучи в постаті Бога, не полічив потрібним бути наравне з Богом, але вирекся з самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду, ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крижової. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад усялякое имя, как на имя Иисуса схилялся кожное колено створения небесных, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Володар веков, хвала Тобі,
Внука Пана нашего Иисуса Христа, поводле Матвея. У той час привели Єруса до намісника і спитався у його намісник. Ты король юдейский? Єсус сказав йому. Ты кажешь. І коли обвинувачували його першосвятари і старейшини, ён нічого не відказав. Тоді каже йому Пілат. Ты не чуешь, кольки свідчить супроть тебе? І ён ні одно слово не відказував йому. Тому намісник вельми здивився. На свято намісник меў звычай адпускаць паводле жадання народу одного вязня. Быў тады у іх один вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў Пілат. Кого хочете, как я выпустил вам, Барабу, ці Иисуса, званого Христом? Бо ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён засядаў у судзе, жонка ягоная паслала сказаць яму. Не роби нічого тому справедливому, бо я сьогодні у сні шмат терпела за його. Але першосвятары і старейшины подбухторили народ, каб просили за Барабу, а Езуса отдали насмерть. Отказываючи, наместник сказал им. Кого з гэтых двух хочете, каб я отпустил вам? Яны сказали. Барабу. Каже им Пилат. А що мені робити з Єсусом, якого зовуть Христом? Кажуть усі. Нехай буде укрижований. Ён же сказав. Що древнього зробив йому? Але яны яшчэ мацней кричали. Нехай буде укрижований. Пілат, убачивши, що нічого не допомагає, а хвалювання узростає, взяв воду і обмив руки перед людьми, кажучи. Не виноватий я у гэтай крові, глядите самі. И весь народ отказал. Кров его на нас и на детей наших. И отпустил их Барабу, а Езуса после бичевания отдал на укрыжование. Тады жаўнеры наместника, завёўшы Езуса у преторию, собрали каля яго целую гарготу, распранули его и накинули на его чырвоны плашч, сплели вянок з терня и усклали ему на голову. Дали ему у правую руку тростину, становишься перед им на колени и насмехались от его, кажучи. Вітай, король юдейский. И плявали на его, и брали тростину, и били его по голове. А коли высмеяли, сняли с него плащ и упранули одеяние гонное и повели на укрыжование. Выходячи, яны сустрели одного кирийейца по имени Симон, якого примусили нести крыж Езуса. Калі пришли на место, названное Голгота, что означает место черепа, дали ему выпить вина, смешанного с желтью. И он покаштовал, але не хотел пить. Тыя, кто укрыжаваў его, поделили ягоную вопратку, кидаючи жеребе, и седячи пильновали его там. И змясцили над головой ягоной надпись з виной ягонай. Гэта Езус, король юдейский. Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы. Ты, что руйнуешь святыню и за 3 дні подобаешь її, врятуй себе самого, коли ты сын Божий, сойди с крыжа. Так само і першосвятары з книжниками і старейшинами насміхалися і казали. Інших ратовал, себе самого не може вратовать. Ён король юдей, Израиля, нехай сыдзе теперь с крыжа, и мы поверим у его. Сподівався на Бога, нехай Бог вызволит его теперь, коли любит его. Но ён казав, я сын Божий. Так само і злочинці, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі, ад гадзіны 9. А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы. Эли, Эли, лема сабахани. Што азначае Боже мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі. Ён кліча Илью. І
І адразу пабег адзін з іх, узяў руку, намачыў яе ў воцат, насадзіў на трясціну і даў яму піць, а другія казалі: Чакай, побачим, чи прийде Ілля ратувати його. А Єсус знову ускрикнув моцним голосом і сказав: Всі становимося на коліна. Повстань. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое зверху аж да нізу, і зямля затрэслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі, і выйшлі з магілаў пасля ягонага воскресення, і пайшлі ў святы горад, паказаліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: Сапраўды, гэта быў Сын Божы. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьце, калі ласка. Як заўсёды прыкра вам сказаць прыкрую новасць, у гэтым мы прачыталі найкарацейшы урывак Евангелія, які можна было найдаўжэйшы, ён яшчэ ў 3 разы даўжэйшы. Так што не дадуць гэта прыкра, чи для вас радасць, а для мяне там цікавы сэнс адбываецца у даўжэйшай версіі, але не маем часу у гэтаму, каб скруціць чытаць. Пробую вам што-небудзь расказаць, а можа найважнейшае тое, што трэба нам даведацца было бы пра самую гэтую урачыстасць, якую мы сёння перажываем, святкуем, нібы радасны уезд Езуса Христа у Єрусалим. Так, для нас радасны, бо мы, хрысціяне, радуемся, што Бог згадзіўся і прыняў гэтую волю, але для Езуса Христа. Смутны, бо гэта час, который пакажа, што трэба прыняць крыж за мае, за твае, за кожнага з нас грахі. Не толькі для гэтага, але каб таксама пераадолець злога духа, які заставіў сваю лапку пастку на нас, каб мы не дайшлі да валадарства небеснага. Сёння, дзякуючы гэтаму, што мы з'яўляемся хрысціянамі, што мы ахрысціліся, можам атрымаць незвычайную ўзнагароду. Часам можна прачытаць у інтэрнэце наракання на гэты крыж альбо на Езуса Христа, которые нават людзі, которые там не звязаны з хрысціянствам, слабую веру маюць у касцёл альбо ў церкву, альбо заўжды негативно настроеныя пишут: а что гэты Езус Христос вытерпел на крыжы? Что он там терпел? Ну, некалькі гадзін муки, некалькі гадзін смерти, и все. И параўноўваюць, а гэтыя люди, что были в концлагерах, что терпели голод, нестачу, что маці кормили своих детей крысами, пацуками, бо не было чего есці. Вось яны выцерпелі сапраўдныя тартуры, сапраўдныя нешчасці. А Езус Христос некалькі гадзін повисел на крыжы. Кто-то говорит, то и не зная цены откупления, не зная, бо смерть Иисуса Христа и мука не только проявляется у тым, что нам так здаецца, только у телесных муках, але так само и у муках таких. Може памятаем, что ни один из вас, коли ішоў до шпиталя, имела пройти вельми важная операция, проживу, не проживу. Там задавалось питание, там уже переживали, от того момента, когда доведались. Месяц на месяц. Полгода, то уже полгода турбовались. Эта турбота с вами нас так мощно съедала, что мы здесь уже не имели под конец здоровья и хотите идти на эту операцию. В одной из святыняў у Замяжою есть скульптура драўняная. На этой скульптуре выше с дерева есть Маці Божия, якая працуе в кухне. Есть святы Йозеф, який стоит с пилой и штосьці піліць. Есть маленький пан Езус, как дитя. Мае в руке крыж, и этот крыж показывает. Некоторые з теологов по сегодняшний день спрачаются, чи Езус Христос, будучи у дзяцінстве, знал,
якою смертю, які муки, які болі, які тяжкості, які зневаги, як буде облютий, буде переживати. Невідомо, чи це ведав ён, чи ні, але ми ведаємо одно, що от 30-го года свого життя, бо 33-го життя, коли він розпочав свою публічну діяльність, обвіщення Божого Слова і володарства, сам на самому початку вже учить своїх учнів, що прийдуть дні, коли Син Чоловічий буде забитий, буде укрижований, буде бичований, і на третій день з мертвих повстане. Через ця свідомість гэтых тілесних мукаў, які Ісус Христос пережив, і вона вже була намного, я думаю, що гэта найбільша мука для чоловіка. Ніж тая, коли вже нам щось режуть, щось від нас віднімають, чи нас коли катують, чоловік тоді вже іначе гэта переживає, чим ведаючи і маючи гэтую свідомість того, що прийде. Віктор Ван Дурский, писатель, письменник, написал так. Найбольшая мука тады, калі яе яшчэ нема. Не ведаю, чи ви згаджаєте з гэтымі словамі, але я думаю, гэта сапраўды так. Калі мы чакаем, мы часамі чакаем, чи у нас якаясь справа выйдзе, не выйдзе, мы турбуемся. А калі хтось чакае, што яго будуць бичаваць, які гэта спосаб ён перажывае, найбольшая мука тады, калі яшчэ яе нема, але яна прыйдзе. Терпение мае свой характер. І хтось може сказати, що це терпіння на якоїсь відбувається де, але воно так само відбувається не тільки тілесне. Як нам здається, коли нам руки режуть, ноги б'ють, ламають щось, кості, це боль тілесна, так. Але є ще боль другі, які намного більші і намного потужніші. Коли буду йти праз вулицю, і хтось на мене скаже прикре слово древне, и этого человека я не знаю, я буду памятать это слово 5-10 хвилин, а далее забуду и пойду. Але коли я это древное слово, якоїсь почую от тих, хто мне найближче, коли муж скаже жонце, что я тебе ніколи не кохал, не завжди тебя ненавидел, а замуж за тебя вышел, потому что тут такие условия были поставлены. Альбо там дети скажут батькам, пусть приказ, так это остается не на годину, не на 5, а часами на 10, 20, а може навіть на стагоддзі у серце чоловіка, який пам'ятає тую шкоду, яку йому хтось причинив. Ісус Христос з'являється Богом, той, который створил человека для бытия в этом свете, той, который створил для прославления Бога, той, который подаровал в этот сучасный свет. Ісус Христос, Бог з'являється Отцом. Ісус Христос чує це слово. От кого? От найближчих. От тих, кого лечив, от тих, кого навчав, от тих, кого кормив, от тих, кого потішав. Це кричать на крижці, на криж. Укрижуй його. Ми його не ведаємо. Нехай вон йде. Вельми часто гэтая мука, вона самая важна. Криж – гэта терпение. А хто откидає його, той має ще більше криж. Так можна було б докладно сказати. І до этого нам послужить приповесть человека, або людей, групи людей, яким у початку дороги були дадені крижі. І з цими крижами їм сказали дойти від пункту А до пункту Б. І так ідучи, день, другий, третій, 10, 20, полгода, один подумав, а навіщо тягнуть такі тяжкі крижі? А дай-ка його кусок отпилую, погляжу, что отбудется. И отпиловал. Поглядел, что крыша легчайшая. Ничего не изменилось, что далее можно идти с этим крыжом, за кисти, он подумал, и он и снова затяжкий. Я и снова его отпилую. И снова отпиловал, и снова стал легчайший. И так и снова пиловал, аж остався тысячи крыж. Невеличкий, легкий, приємний, файний, можна зімісти. Але в певному моменті эта група людей дійшла до прорву. И те, что имели долгие крыжи, кинули в эти крыжи, и в этих крыжах перешли на другую сторону. А этот человек остался помирать на этой стороне, у пустыни, где не было ни ежи, ни воды. Солнце палило. Помер на пустыне. В этом есть человек, который, откидая крыш,
Той, хто крижа не шанує, того криж добиває, так можна сказати. Або іначе, хто позбігає крижа, на того приходить ще більше криж, ще більше терпіння. У такий спосіб, як ми, коли нарікаємо на Пана Бога. Коли ми хочемо взяти цей тяжер нашого життя. Ісус Христос каже в другому місці: беріть моє ярмо на себе, ярмо – це криж. І йдіть за мною, бо ярмо моє, коли возьмете його, і воно солодкое, і воно легкое. Чи може бути криж солодкий і легкий? Може, бо він у моментах нашого життя нас рятує. Так як орнитологи, я эту историю, может, не в вашей парафии, может, не памятаю, это люди, которые занимаются птушками, кто не ведает, зауважили, что есть такой отдел птушек, что в певний момент, когда перелетают с севера на юг, берут у свой клюв великую палку. Великую палку. Говорят, на что не берете столько соток километров лететь? Они берут еще у клюв эту палку и летят. И они кучей замучаются. И начали назирать за этими птушками. И зауважили, что в певний момент, когда эта птушка летела день, два, три, когда уже почула, замучилась, опускалась низко над морем, над океаном, клала эту доску, эту палку на воду, на ней сідала и почувала несколько хвилин, несколько годин, а может навіть і полдня. Потом и снова брала эту палку у клюв, отрывалась и летела. Это не есть, браты и сестры, крыш, які на нас наложены. Потому что, как мы могли оторваться у наших ситуациях, у наших справах щоденных, как мы могли отпочить на им, бо крыш з'является осолодой и отпочинком. Отпочинком для нас, бо мы приходим сюда, в эту святыню, и одаруем Иисуса Христа на святейшем сакраменте, а так само узираемся в крыш, який дав нам збавлення незвичайне, який учинив нас на нове дітьми Божими, який додав нам новий сенс нашого життя. Так само, ще не про птушки, про ще лебеді. Є такі люди, не бачили, не назирали. Є така цікавость, що коли у мамы лебедь выклевывается лебеденок, тогда на этого лебеденка потуляет крылами, обогрее, опекуется им, кормит его, часами отбирая от себя, упомирая самоголодом, а как только это ее дитя не примерно голодом. Все робит, обороняя, наражая свое особистое життя. Але коли этот лебеденок трошки подрастает, в певном моменте зауважили орнитологи, что мама лебедь попадает в шал, у великий шал, у таких, что начинает бить клювами. И вот, когда первый раз они зауважили это, хотели плести и забрать это маленького лебедя, как мама его не забила. А подумали, поглядим до конца, что станется. И мама начала его бить дюбом, крылами, пинать его, в разные способы его выталкивать, толкать, так что дитя в полном моменте лебеденок не выдерживала. И начинает утекать. И мама за ним бежит, все худшее и худшее, дитя так само бежит, и в певном моменте подрывается. И лебедь начинает лететь. И это есть в нашем житии. Это и есть христианство. Часами оно нас пинает, часами пинает нас другой человек. Потому что как мы не остались только сидеть, как мы в нашем развое дети оторвались от того, что нас отрывает от Бога. Чтобы в нашем развое так само поглядели у перспективу, что мы створены не только как сидеть в этом гнезде, а мы христиане, створені как летать понад этим светом. И дякуючи ласце Пана Бога, бо Бог хоче нас учинити своїми дітьми. Бо заправді ми вже ими есть. Але чи мы это дитинство принимаем? Как мы могли оторваться от справ этого сучасного света? Шмат людей, нарекая на костел и шукая что? И которые говорят, что костел и церковь не логическая, что их тяжко зразуметь, что они вообще есть безотказные. Чему так говорят? Потому что один поэт написал, не памятаю, кто за он, але написав такі слова. Хто шукає костьола доброго,
зорганізованого, логічного, без пошани, без почуття, той спотикнеться об труп Христа на Гольготі. Хто шукає костьол без тяжкостей, той спотикнеться об труп Христа на Гольготі. Той не зауважає просто Христа, той живе сам для себе. І сенс життя, що спотикнеться, у певному моменті прийде конець життя, і треба буде здати справоздачу свого життя. А костьол це правди, нелогический, бо Ісус Христос нелогический. Тому його укрижували, тому його сьогодні видали, ви вспоминали эту розправу судову на муку, тому що нелогический був. Не зрозуміли його, не хотели принять того, что он написал. А Иисус Христос и так у нелогическим, зразумельным свете отдает свое життя. И мы сегодня так само приходим, до конца всего не разумеем, але приходим, как поглядеть на крыж, який з'являється справним асалодой, справним оздоровом. І опошне, ще є ксьонц, святой пам'яті вже Ян Твардовський, писав про крыж, може, два коротенькие вірші, вельми коротенькие, некалькі слов кожний вірш лічить. Крыж, улыбка, рана глубокая, гэта так просто, калі кахаеш. Крыж, улыбка, рана глубокая, гэта так просто, калі ты кахаеш другого чоловіка. І другі. Крыж, гэта такое счастье, что все иначе. Крыж — это такое счастье, что все иначе. Веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, усего башного и небашного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял про справу, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Про Ісуса Христа, який про свою муку і смерть на крижі вислужив людям збавлення, узнесем до Бога Отца, милосердности, покорные молитвы за святый костел, как Он приносил, терпячим с утешения от грешных єднав з Богом Тебе просив. Выслухай нас, Пане. Міжнародна організація, яка не завжди служить справі спокою і поєднання людей, Тебе просив. Выслухай нас, Пане. За усіх охрещених, як в Евхаристії, вони черпали вод для несення Христового крижа, Тебе просив. Выслухай нас, За Пане. людей, які грех віддали від Христа, щоб вони могли вернутися до Його про глибокий жаль за грехи і щире покаяння, Тебе просив. Выслухай нас, За Пане. нас, удельников этой святой мши, как глубокое переживание пасхальной таємницы наполнило нас спокоем, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты здобыл нас для себе, про кровь своего Сына, выслухай нашей молитвы, и учеников все люди открыли свои сердца для Тебе, одиного и заправного Бога, прав Христа, Пана нашего. Аминь. О, Иисус,
нашу, як віру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie, przez Bogu Twojego jednorodnego Syna spaszli na Twoją litość. I choćśmy swoimi uczynkami nie zasłużyli Twojej miłosierności, jednak spodziejemся trzymać je przez wieki światu jak wiarzu. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z duchem Twoim Ukoru sercy. uznosimy na Pana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna wieka i sprawiedliwa. Zapravdy godna wieka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Jak my zawsiody i usюди Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, Wszechmogutny, wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. I On wolny od grzechów cierpiał za nas grzesznych i był niesprawiedliwa służony za nasze złoczyństwa. Swoją śmiercią zmył nasze prawiny, z mертвых powstaniem przyniosła nam zbawienie. Тому z усилий aniołami my Ciebie прославляем, z radością sklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышиях. Zaprawdy Boże, Ty święty, krynicą wszelakiej świętości, temu jedności z uczym Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was krosy spaslał na apostola Ducha Świętego, przez Chrysta prosim Ciebie, Wszechmogutny Boże. A świeci, gdy ja dary rastою Ducha Twojego, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierzycie i picie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу хвали. Wspominający śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Львом, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешение,
i prosi, kto u łasce Twojej ja wyszł z tego światu i dozwoli im ubaczyć światło oblicze Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad усіmi nami, как мы заслужили удел życie wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicej Panny Maryjej, ze świętym Józefem, jej Ewrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem i всеми świętymi, jakie z praw podawali się Tobie, как z nimi my chwalili i прославляли Ciebie, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христос, Христом и во Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usiała szana i chwała, razumcie, i wieczny ja. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого, Отче наш, который есть в мире, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daruj Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Dajcie bliźniemu znak supokoju. Baranku Boży, jaki dałeś na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki dałeś na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a daruj nam spokoje. Ось Baranek Boży, ось той, хто бере на себе грехи światu, благословленные, покликанные на вечеру Ягодою. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Слово Дева, за нас опяра, Христова Дева, за нас опяра.
Не покинь меня, Господи Бог мой, от меня ты не отходь, поспеши нам помогу. Боже, не покинь меня, Господи Бог мой, от меня ты не отходь, поспеши нам помогу. Я близкий до упадку, Иисус мой, пустяшь предо мною. Вину мою вызнать я мушу, Божий царь, я больше не могу. Не покинь меня, Господи Бог мой, от меня ты не отходь, поспеши нам помогу. Боже, не покинь меня, Господи Бог мой, от меня ты не отходь, поспеши нам помогу. Ты я, что любили меня, равно я не покидаю. Вороги сети вставляю, погибель рыхтую свою. Не покинь меня, Господи Бог мой, от меня ты не отходь, поспеши нам помогу. Боже, не покинь меня, Господи Бог мой, от меня ты не отходь, поспеши нам помогу. Номер 49. Уезжали Иисусских хвалы Божий, труды людья повидает, лишь учиться Божий. Отца для Божьего Сына, Отца Бога одиный. Дети ружей больных крепких селят пану ноги, а их мати расстилают сукны на дороге. Отца для Божьего Сына, Отца ён збавца одиный. На баколе сёння чуе Христос володарить. Люди Иисусу милее так давно кидают. Осанна для Божьего Сына, Осанна, ён збавца одиный. Молимся. Пане, Ты умацовал нас хлебом небесным и просвет Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, якое верим. Просим Тебя, покорно, как пред Его с мертвых повстанием мы досягнули этого нашего вандрования, раз Христа Пана нашего. Аминь. Другого красовика, Великий Четверг, памятка установления сакраменту Евхаристии и святарства. Святая Имша вечери Пана будет в штогод у 19:00
а після її адорація Пана Єзуса у тямниці до 22:00. Третя якраз віка Великая П'ятниця муки Пана. Набожество Великої П'ятниці розпочнем крижовим шляхом каля каплиці при умовах доброго надвор'я, які проведуть мужчини. Після гэтага набожества відбудеться мука Пана, перенесение Найсвятейшего сакрамента у гробницу, где распочнем новенну перед Божьей милосердности, а затем отпеваем песни жальбы. Адорация при гробе Пана будет тривать до 23:00. У гэты день, у пятницу, обов'язывая стислый пост. 4 красовика, Великая суббота, святая имша Вигилии Пана, пасхальной отбудется у 21:00. Благословение страв на Великодный стол будет отбываться с 10 до 17 кожную полную годину. Czyli u 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Кожную годину, а так само після пасхальної вігілії. У гэты дзень абавязвае устрымання ад мясных страваў. Это у суботу. 5 красавіка, Великодная неделя с мертвых паўстання Пана, святая имша резурекцыйная адбудзецца двойчы. У 7:00 и у 9. У 9 будет отправлена за ружи ружанцовые. Так само будут две еще имши. У 10:30 и у 12. Больше у гэты день святых имшаў не будет. 6 красавіка, понеделок, другий день святаў. Святые имши у 15 и у 19. 12 это неделя Божьей милосердности в нашей парафии отбудется отпуск. Святую имшу о 12 године узначалить бискуп Касабуцкий. Святую имшу у 10:30 будет только читаная. Полгодины перед святой имшой и после ее можно користаться сакраменту споведи. Так само в Великую субботу поміж годинами освящения будет можно скористаться сакраменту поєднання. У неделю з мертвих повстання Пана споведи не будет, хіба що тільки для людей, які хворі прийдуть. 11 красовика у суботу після святов отбудется у Буцлаве 7-й день агульно-белорусской новенны, выразом якой есть удячность Богу за 35 год обновления структур католического костела на Беларуси. Проведение этого дня доручается отцам Михалитам, членам нашей парафии. С этой нагоды будет организована супольная пилигримка у Буцлав. Записываться можно у закрысты, або по телефоне. Написать до меня, кто хотел уехать. До 5 красовика уключно. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте каждый день от 14 до 19. Дякую за ахвярование на будову, особливым чином усім, хто причинився до приготовления вербочек на сьогоднішній день. Шмат вас таких є, шмат хто приносив. Так само у нас тут в парафії некілька особ зробило около 1000 штук. Так що і вам так само нехай кожному Бог одудячить. А так само дякую тим, хто ці вербочки набуває, бо відповідає всі гроші, складені під час закупу цих вербочок, предназначені на будівництво. А перед 9 годин там хтось продавав, подійшов, запитав, а ви на що збираєте гроші, на що продаєте, який цель ваш? А ні на що. Ну, добре, ні на що. Ну, ні на що, значить, на автомобіль може який, а хто захотів ще поміняти, буду їздити ржавим, що зробиш, не треба не ходити бідним, що пробуєш бідним. Так, дякую за ахвярование. За всім, хто удільничав у суботнику, за співу праву літургічну, так само, хто дежурив. Помолюсь за тих, хто за тим дні святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає народження дітей, за добродію хліродавців нашої парафії, так само нових добродію будівництва санктуарі Божої милосердності, і за нас доручаючи кожного поособку опіці Маті Божої, Ружанцової Твоєї оборони, отдаємося святая Богородиця. У наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите
Приймите Божие благословение, нехай оно вас наполнится правдой, радостью и спокоем. Але добре, что вы есть и что приходите. Он без вас будет и говорит чистостью в Него. Он с вами. И с Духом Нехай Твоим. вас благословляет Бог Всемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас богодушною просвіті. Коли закончится наш век земли, бывало царство свое прими. Аминь. Песни жальбы заспевайте, сердце болем наполняйте, сердце болем наполняйте. Божий плачьте, як ревницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. А вот солнца месяц зоры, сумно светят нивы в горы, сумно светят нивы в горы. Помнить небо плач анёла, что минует час веселый, что минует час веселый. Крышатся за страхом скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Толжайку свою срывает, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Крыши словы и камни, души острым болем ранят, души острым болем ранят. Он своей ластой силой рано знищи злость сердц наших планет, знищи злость сердц наших планет. Пусть приходит мир от тобою, злый огонь святой кривёю, злый огонь святой кривёю. Убеждённый муков пана, я страниц своих повстану, я страниц своих повстану. W tej apoštolskiej czasce będziemy rozważać o tym, że Pan Jezus wycierpiał od chwiliny ukoronowania aż na ciężkiego skonu na krzyży. Usie cierpieni, kpiny i krywdy, jakie On znosił, ofiarując za grzeszników, jak Zbawca obudził ich zablukane serce i natchnął ich do pokajania i życia w prawdzie. A tak samo będziemy modlić za usie duszy, jakie cierpieć uczyncy, когда достиг Иисус, погасил своей кровью огонь ихних муков, будем так само просить Пана, как Он и нам у хвилину нашей смерти дал ласку скрухи за грехи и да помог вытривать у надеи до опошней хвилины життя на этом свете. Жорсткое сердце
jeszcze nie płaczesz, ty szukał Pana, strasznych ty nie patrzysz. Jezus pojuny, wiesz, принесся Пanie, сил больше немає. Нас полюбивший, слышал Иисус неба, Ты вось нам лечи, Крыш прямая с неба, а Ты як лечить, мы стать не можем, добрый наш Божа, на крыш кладется, тихо терпеть муки, стихни бычала, пробивая руки, а над землею завтра крышу сносит, небо волосит, древо святое, дай нам спалцы тела, как надоевшу, поле не висело, мы поховали Пана в сумных гробе, с плачем жалобе. Иисус мой Пане, прагну покаяния, прагну с надеей, прагну дарования. Ваши правины, злые мы сердцами, жалься над нами. Богу навеки, хай же будет хвала, за все дневаки, и сестрел немало, за нас терпенью, Бога Сына Дивы, Спасца невинный. Иисус нас судил Пилата, Никодим и был поравнанный. Иисус, милый Пане, Иисус, на Голгофе жертвивой, Христос принял нас в Пане. Иисус, милый Пане, Иисус, слышат тяжкий вышел ты, нес заморозки, как дарование. Иисус, милый Пане, Иисус, на крыша на Голгофе, был ты прибитый копыми цветами. Иисус, милый Пане, Иисус, созвучится разом, прикрыт народом был покаранный. Иисус, милый Пане, Иисус, и везде бежал мира, болью злословием открыть твои раны. Иисус, милый Пане, Иисус, на крыше гостила, злодею ласку пригал поеднание. Иисус, милый Пане, Иисус, вот зажжётся сгашаны, да и пробитый сумит указания. Иисус, милый Пане, Иисус, ты снесла крика покуты, а ты не чули твоего нарекания. Иисус, милый Пане, Иисус, слышал ушами сняты, у гробницы ты был похованный. Иисус, милый Пане, Бога пощада нашему Пану, за все дневаки, за вечеваки, за все терпения, за все мучения, за
який за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами, який за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами, який за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Таємницю сакрамента успокоїмо щиро всі, тратить постороннє право, пошановить заповедь, що нам розум не тлумачить, свято віри прийня все, Богу вічному Тройці, благословення і хвала, і Отцу і Сину разом, Отцу вічного життя, тому що от них походить, до Отцу вічного світла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь Своей руки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали плен Твоего откупления. И яки живейший владарь Бога Отцов едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные.